Сегодня была ужасная ночь под Цинциннати, очень жарко было, вообще спать я практически не спал, я, знаю, дремал, наверное, часа 3, мне снились всякие запчасти от автомобиля, потому что очень много гуглил про вот кондиционер как раз. Ну, что с ним может быть, почему двигатель так колбасит, ну не колбасит, он шуметь начинает, и датчик детонации от этого даже страдает. Вот, сейчас едем на Толедо, уже ближе к Детройту. На улице дождик, 22 градуса показывает, вообще кайф, короче. Папа, я выйду в бомбе. И еще, когда я делаю так, вода очень сильно больно на меня. Это очень сильное. Да, дождик, счастье, блин, после такой жары, блин. Так, мы недалеко от Толедо уже, сейчас вот приехали пообедать здесь, в Walmart заехали, тут такой скверик классный. Там беседочка такая, ну здорово. Сейчас покушаем, там поедем дальше. Дождик прошел, так свежо стало, сейчас опять вот начинает солнышко припекать уже, влажность повышается. Ну что, до озер сейчас доедем, нормально будет. Так, новый штат, Мичиган. Вот, тут уже дороги такие родные. Такой по-российски немножко. Сразу видно, что зима здесь бывает хорошая. Сегодня пятница. Вон какой поток фигачит машин. Все едут на север. Все едут на север. Ганцы. Вот, не ожидал. Но в такую погоду летом, конечно, как-то на север ехать. Все, мы приехали уже в Бэй-Сити, короче. Вот это место, я здесь когда-то был с этим, когда на траке работал. Сейчас вышли в лес, тут комаров охренеть. Мы вообще забыли, что есть комары. Вообще расслабились. Либо жара, либо комары, блин, что-то одно, короче, долбит. Вот. А мы не готовы, у нас даже от комаров спрея ничего нету. Одежда длинная нужна. Что, мы доехали наконец до Великих озер. Это озеро Гурон, штат Мичиган. Что, водичка теплая, говоришь, да? Ветерочек такой прохладненький. Здесь, да, мелководье, вода тепленькая. Ты купаться хочешь? Ну, купайся, если хочешь. Если хочешь, купайся. Не, я пока не хочу сегодня. Наконец-то доехали. Что-то вообще утомила дорога по трассам вот это ездить. Уже думаю, когда доедем. Но мы тут стоять не будем, мы будем дальше. Это только начало. Вот еще на север идет канадская граница. Вот по озеру Гурон, потом вот Lake Superior начинается. Короче, много интересного еще будет. Папа, просто чуть-чуть что-то. Больше нету гор теперь. Да, гор сейчас не будет. Будут леса, озера, красота. Купили от москитов репеллент, а то вообще не ожидали. Пришли в лес, а там столько комаров, да, дочь? Обалдели, убежали оттуда с непривычки. Вот, сейчас будем одеваться нормально, репелленты. И тут вот стоим возле озера, такая там прохлада, я бы даже сказал. Ну, прям кайф вообще. Наконец-то мы уехали с того места, с тех жарких краев. Закат уже прошел. Красота такая. Здесь что заметно, прям на север уехали. Закаты очень долгие. Так долго солнышко. Прям по-родному так классно. Вот там на югах вообще солнце быстро прям под углом падает. А здесь как бы долго все это тянется. Это очень здорово. Светового времени много. Вот сейчас вот вечер такой долгий сейчас. Да, тут место хорошее. Тут и кемпинг есть. Там написано $32 за ночь стоит. Блин, что-то дороговато. Вот 20 я готов. 32 вот может попробовать договориться. Потому что мы готовы вообще в машине здесь спать, если можно. Там долларов за 15. Посмотрим, не знаю. Может поедем в другое место. So
Машины по Мичигану, по проселкам ездят сейчас. О, все, доброе утро. Сегодня поспали хорошо, вообще офигенно. Нашли место возле трейла, там парковка. Прям поспали. Температура офигенная, где-то 18-17 ночью была. Ну, вообще очень здорово. Вот, сейчас идем, гуляем здесь по лесам. Такие уже леса более родные, широколиственные, вперемешку с хвойными. Вообще очень здорово. Ну, дальше будет круче, вот. Канадская граница, там будет вообще шикарно. Хотя здесь уже прям офигенно. Сейчас отдохнем чуть-чуть и дальше поедем не спеша, спокойно. Уже не по трассам, а по мелким дорожкам вдоль побережья, вот так вот. Так, ну что, мы до Грунтовок тут добрались, едем. Так, решил сократить просто. Ехали, тут площадку нашли. Да, и здесь вон что есть. Яблочки. Яблоки зелененькие, вот какие я люблю, как раз не спелые, да. На улице дождик, а мы тут на сплэш площадке гуляем. Мало дождика. Да, здесь дождик, конечно, не такой теплый, как во Флориде, далеко. Сейчас 23 градуса плюс дождик, и вообще прям прохладно. Приехали еще на одну площадку. У нас тур по площадкам страны. Вот такую горку в виде чайки я ни разу не видел. Прикольно вообще. Класс. Скушал меня. Я уйду. Я попробую сделать дождик. Сколько здесь бабочек облепили заправку. Это на побережье Гурона. Офигеть, красота. Не бабочки, это как это там называется? Ребята эти. Сейчас заехали в Макдональдс, что-то готовить уже надоело, и что-то дождик неохота, короче. Захотелось просто уже сесть в Макдональдс, поесть, не париться. Вот. Сейчас проехал знак, я даже не знал. Написано 45-я параллель, это середина между Северным полюсом и экватором. Вообще прикольно. Интересно, я даже не знал, ну, в смысле, я даже не смотрел на это. Смотрю, знак 45-я параллель. Прикольно. Дождик так моросит, прохладно, я аж эту одел. Местные вообще нормально, для них тепло.
Ну, на самом деле тепло, как бы 23 градуса, просто дождик моросит, так прям прохладно. Вот, ну кайф вообще. Сейчас вот на пляж Гурона приехали. Скоро с Гурона мы уже поедем дальше, Lake Superior, уже канадская граница. Делать особо нечего, погода такая, едем. Сейчас вот на площадку тут остановились. Вот, кайфуем, да. Хорошо. Детям вообще кайф, они еще купались. Замерзли, но купались. Папа, Да? там хорошая вода. Да, пойдем. А там тоже потрогай. Сколько видел таких площадок. Первый раз такое ведро видим. Сейчас. Да. Вон, смотри, сейчас падает он. Классно. Давайте пупсики тоже. Пресное озеро Гурон. Красота здесь. Класс. Я хочу маме вот это отдать. Смотри. Сокровища набрали. Камни, И перышек. еще я хотела вот это собрать. Да. Я это сделала для мамы. Там камушки есть, вода и еще песок. Я положила песок, чтобы еще крутая была, потому что если камушки, она не была везде так сильно. И теперь смотри, как круто теперь. Почти как снег. И вот эти человеки. Later? Смотри, как красиво. Ты смотришь и вот здесь, и потом красиво еще начинается. Это сделала трейл, и мы ходим вот здесь и видим круто, и да, и нам нужно еще вот это, чтобы мы смогли гулять круто. Смотри, какие строи. Я чтобы ты смотрела. Мы идем сюда. Еще пойдем. Ой, это слишком большая. Папа, красивое солнце. Pink and green and blue. Да, красивое. Сегодня решили палаточку поставить. Красоту такую, чтобы наблюдать. Вот. Ну, место нашлось нормальное, хорошее здесь. Надеюсь, нормально все будет. Ну, тихое вроде. Все чики-пуки. Все, доброе утро. Проснулись сегодня. Хорошо поспали, нормально. Жестковато чуть-чуть было. Вот, но в целом хорошо, спокойно. Сейчас поедем дальше. Покушать надо будет. Приехали с утра к водопадам здесь. Водопада недалеко есть. Речка такая лесная идет. С порогами такими.
Да, и вот так осознаешь, понимаешь, что скучаешь ты вот не по родине, не по стране, скучаешь по климату в большей степени. Вот сейчас я приехал, я понимаю, вот тут плюс-минус, как вот мой родной климат, природные условия, деревья практически такие же. Хотя это еще южнее, на самом деле, южнее широта, чем Чувашия, там на 10 градусов, то есть посмотрел, вот, ну, широта не всегда как бы играет роль, там природные условия, местонахождение, ну, это ладно. И вот поэтому скучаешь ты не по стране в целом-то, что по стране-то скучать, а вот по природе. А когда живешь в чужой стране, еще и в чужом климате, как бы вдвойне тяжелее, вдвойне, поэтому климат решает, конечно. Так, ну что по машине? Единственная проблема, вот все, что до этого было в путешествии, это можно забыть. Единственная проблема, это был я. А точнее, мое желание сэкономить на топливе. Вот, как ни крути, 87-й это, ну, обычный regular газ, бензин, то есть не подходит. Вот мотор поэтому пинался, чихал, говорит, не, мне это, говорит, не нравится. Начал сейчас заправлять 90 каким там, ну какой есть самый максимальный, там 91 где-то, 93-й. Рекомендован 95-й, но 95-й ты не везде найдешь, поэтому какой самый там есть высокий, заправляю. Вот, и сейчас она едет нормально, все, динамика, мотор ровно работает, прям тянет хорошо. Ну, то есть все проблемы ушли, которые были. А то, что было там вот с жженой резиной, я запах чувствовал, это, скорее всего, катушки зажигания вот в стаканах, вот там резиновые штучки, они, скорее всего, подпаливались. Потому что я почитал, типа, что будет, если заливать в этот мотор не 2.0 TCI, не там 90-е, а какое-то там, ну, низкооктановое топливо, то вот как раз он там склонен к перегреву, короче, высокой температуре. И вот я думаю, что это не с ремнем была проблема, это не ремень. Ремень бы порвался бы давно бы, если бы там такой запах был бы, скорее всего. Это вот от катушек пахло. Вот, в общем, сейчас все хорошо. Все хорошо. Вот, но теперь мне придется доплачивать каждой заправке примерно по $15-20. Вот так вот. Это очень много. Это до хрена. И честно, я не понимаю, за что платить. Вот. Я понимаю, если есть какой-то премиум машины, какая-то люксовость, ну, что-то тебе машина прям дает такого, что ты, вау, ты готов платить за бензин, переплачивать чуть ли, ну, на треть. Вот здесь такого ничего нет. Машина бесспорно классная, она очень комфортная для водителя. Ну, я не знаю, за пассажира не ездил. Когда сидишь за рулем, она очень комфортная. По трассе идет хорошо, очень хорошо рулится. Ну, компактный, все-таки это платформа Гольфа, и там как бы все проработано хорошо. И управляемость классная. В дальнюю дорогу прям зашибись на ней ездить. Особо не устаешь, спина не устает. У меня не было таких проблем, как на других автомобилях. Вот. Да, она комфортная, классная. Вот. Ну, в принципе, и все. Больше ничего как бы в ней нет. Комфорт для водителя. Это компактный SUV, ну, то есть компактный кроссовер. Там места немного. Но, как показывает практика, троем, ну, один взрослый и двое маленьких детей в ней могут спать. Вот. Но я все-таки не готов переплачивать за пользование этой машиной треть за бензин. Все-таки для меня экономность и экономичность, ну, превыше. Идеально, конечно, вообще сочетание там экономности, экономичности с комфортом, да, если такое оно бывает. Ну, бывает, машин много, автомобилей, моделей, можно все найти. Вот, но платить столько, это, конечно, не по моему бюджету, так скажем, и мне не понравилось. Мне все-таки, я люблю экономность. Машина для меня все-таки это больше поджопник, чтобы был надежный поджопник, а не какой-то там статус. Мне насрать на это, честно говоря, там я не хочу за это платить. Вот, например, до этого, который у меня был, Chevrolet Captiva,
Она хавала вообще Flex Fuel, она 85-й, туда можно было заправлять, самый дешевый. То есть на нем бы я экономил на полном баке. То есть упираемся от обычного регулара. Обычный регуляр условно стоит там $4. Не 4, сейчас цены другие. Ну, $3 условно регуляр. 85-й стоит на 50 центов меньше. А вот который мне нужно, премиум, вот там 90-е какие-то, они почти на $1 больше, чем обычный регуляр. То есть 85, разница между 85-м и там 93-м, 95-м, это, ну, $1,5. $1,5. Это охренеть какие цены. Охренеть какие деньги. Сколько можно было бы экономить, если бы я на том «Шевроле» его не продал бы и поехал на нем. Но, конечно, тот «Шевроле» даже рядом с этим «Тигуаном» не стоит по комфорту и ощущением от езды. Он даже рядом не стоит. Насколько там топорная коробка передач, там, как она дергается, мотор очень сильно слышно. Но зато экономишь на заправке, да, да. Но в Тигуан я, конечно, все равно влюбляюсь. Вот сколько мы едем, как бы все нормально. Он вот как шел в перевалы, горы прошел на плохом топливе. Ну ничего, надеюсь, это все без последствий, конечно, как бы. Но какое-то определенное все-таки там 1000 миль, наверное, он проехал на таком топливе, в общем. Вот такие вот дела, да. Но сейчас я готов платить любые деньги за заправку практически. Главное, чтобы он нас довез, путешествовал с нами, чтобы довез до дома. Остальное пофиг.